Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале Лавка Старины. Вот и декабрь наступил, как говорится, зима начинается с Якутии. И уже не за горами наш самый долгожданный праздник Новый год. Наступил декабрь, а значит, пора уже готовиться к Новому году. Кто закупается продуктами, кто делает поделки, кто-то ищет елки и елочные игрушки. В общем, давайте все по порядку. С недавнего времени мои племянники начали заниматься вот такими замечательными поделками. Готовят ватные новогодние игрушки своими руками. Эти замечательные поделки до боли знакомые нам с детства сказочные персонажи. На первый взгляд простые, но сложные в изготовлении. Под чутким руководством дедушки они охотно взялись за работу. Давайте же сегодня приоткроем занавес и посмотрим, как это все происходит. Технология изготовления подобных украшений достаточно проста. Главное изучить стиль и проявить фантазию. Оригинальная поделка станет прекрасным подарком другу на Новый год или экспонатом на выставке народного искусства. Использование ваты для изготовления игрушек имеет ряд достоинств: безопасность, легкость формовки и простота обработки. Прежде чем начинать работу, нужно приготовить инструменты и материалы, необходимые для процесса. Их немного, и даже если придется все покупать, много денег не понадобится. Для большинства поделок будут нужны вата или ватные шарики, качественный клей или крахмал, акриловые или любые другие краски, кисточки, плотная бумага, фольга, шнурок или проволока, мыльные куски, ножницы и некоторые другие инструменты. Начиная делать игрушки из ваты своими руками, нужно понимать, что процесс имеет общие технологические особенности. Специалисты называют этот принцип папье-маше. Только вместо бумаги здесь используется вата, а клейстер готовят из крахмала. Вначале нужно выбрать рисунок будущей игрушки, чтобы понять, какие детали надо будет изготовить. Затем создается каркас, и на него наматывается материал для получения нужной формы детали. Причем каждый слой промазывается клеем. Готовое изделие раскрашивается и покрывается лаком. Если поделка имеет сложную конфигурацию, то лучше использовать проволочный каркас или использовать фольгу в качестве основы для каркаса. Обматываем фольгу, придавая нужную плавность линиям и сглаживая острые края. В целях экономии слишком объемные изделия тоже покрываются слоем из фольги. Можно также использовать слой из ненужной бумаги, газет и журналов. Таким образом, обмотать фольгой каждую деталь, пока не получится общий каркас.
Более большие фигуры высыхают в течение суток, а то и больше. После долгой тщательной просушки фигуры следующий самый сложный этап – это раскрашивание. При раскрашивании немаловажно иметь какие-то художественные способности. Тут важно использовать более тонкие и качественные кисточки. И не спеша, очень аккуратно наносить слои краски, начиная со светлых и потом плавно переходя в более темные тона. Для лиц персонажей можно использовать заранее приготовленные лица из молдов. Технологии изготовления молдов я уже рассказывала на моем канале в предыдущих сериях. После раскрашивания фигурка отправляется на сушку. Самый конечный этап после просушки краски – надо изделие покрыть акриловым лаком. Ну вот, пожалуй, и все. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал и оставить свои комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!